помощью ледоруба инспекторы проверяют толщину льда и его структуру. От этих показателей зависит максимальная грузоподъемность переправы. Толщина льда 1,25 м. Эта толщина льда позволяет проезжать автотранспорту весом до 30 тонн. Чтобы обеспечить безопасность нахождения на ледяной дороге, замеры проводят регулярно. Каждую неделю. Сейчас по зависимости от погоды, если теплее будет, значит будем чаще проводить. А так зимой раз в неделю проводим замеры толщины льда. После замеров дорожники меняют знак на новый, чтобы предупредить водителей о небезопасности ледовой переправы. На этом сказалось неминуемое потепление. При въезде на переправу Якутск-Нижний Бестях установлен знак, который гласит, что проезжать по ледовой дороге теперь могут машины до 30 тонн. В 10-х числах апреля эта цифра снизится. По Зимнику почти не прекращается движение. Водители спешат доставить необходимый груз через реку Лена, ведь с 10 апреля на переправе федерального значения будет введено ограничение до 20 тонн. Сейчас по переправе спокойно проезжают легковые автомобили и даже фуры, но уже в скором времени, после постепенного снижения грузоподъемности, главное направление, которое связывает Якутск с федеральной трассой, будет закрыто, после чего якутянам останется только ждать начала работы паромов. На данный момент в Якутии открыты 46 ледовых переправ. На их эксплуатацию остается меньше 2 недель. И сотрудники ГИМС напоминают, что желающих рискнуть выехать на лед после закрытия зимников ждет крупный штраф. Предупреждаем, что после закрытия переправа будет являться несанкционированной. Будут выставлены посты, будет работать административная комиссия. Обращайте внимание на дорожные знаки, не рискуйте превышением тоннажа. С 15 апреля ледовые переправы и автозимники центральных районов закроются, и проезд по ним будет запрещен. В арктических и северных районах это традиционно произойдет позже, в 20-х числах апреля. Инна Удовкина, Иларион Федоров, Вести, Якутия.